С начала этого года в нашем регионе реализовывается программа, благодаря которой лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, получают сертификат на жилье. Сегодня мы в гостях у одной из таких семей. В маленьком доме Гандалоевых тепло и уютно, но эту атмосферу создает не мебель и не предметы интерьера. Дружная семья переносит все радости и горести вместе. Здесь каждый из домочадцев может найти поддержку и понимание. Глава семейства Муса Гандалоев часто болеет. Мужчину мучают приступы астмы, высокий уровень сахара в крови и большой перечень других болячек. В далеких 70-х Муса работал на Семипалатинском полигоне. 2 года он провел на глубине 1200 метров. И только после распада Советского Союза стало известно, что это место было главной ареной ядерных испытаний СССР. Шиншара, Семипалатинский полигон, испытательный, атомный испытательный, испытатель, а вы этого не знали тогда, коммунисты, и куда ты попал? Хатер, Шиншара, подземный яд, штольный олыш. В свои 18 лет Муса оказался в особой зоне риска, но служба есть служба. Крепкий молодой организм на протяжении нескольких лет скрывал все последствия 2-годичного облучения. Но уже в 28 молодой мужчина оказался инвалидом. Радиация отравила весь организм. Сейчас Мусе уже 61 год, и благодаря усилиям врачей и свежему воздуху в родном селе Инарки он поддерживает хорошую форму. Но в этом и большая заслуга его супруги Айны Гандалоевой, которая не испугалась трудностей и во всем поддерживает мужа. После ничего страшного. Совсем недавно Гандалоевы получили жилищный сертификат по программе обеспечения жильем граждан, которые подверглись воздействию радиации. Это и ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, и другие лица, получившие облучение во время подобных испытаний. Под эту программу попал и Муса Гандалоев. На протяжении 1,5-2 месяцев готовят, приобретают жилье, договор купли-продажи, и, соответственно, уже после этого обналичивают сертификат, и вот как вот Муса, он в ближайшее время получит это жилье, потому что наш Сбербанк будет обналичивать эти сертификаты. Сейчас семья Гандалоевых живет в маленьком и ветхом доме, который им передал во временное пользование брат Мусы. Дом часто требовал ремонта, но теперь Гандалоевы рады, что переедут в просторное жилище. Но больше всех радуется Айна. Она давно мечтала о просторном доме, где могла бы собираться большая и дружная семья. 6 комнат, ванна, прихожие, холодильник падает. А вы какой хотели дом вообще, если вы представляли когда-нибудь? Чтобы удобно было. Просторно. В семье Мусы и Айны 8 детей. На каждого домочадца по программе выделяется 18 квадратов. Дом уже выбран. Теперь осталось только обналичить сертификат, заключить договор купли-продажи и переехать в свой новый родной уголок. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.